Құрметсіңдер балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз жүр думанға барамыз. Сегодняшняя наша тема «Пойдем туман». Сегодняшнее число сәуірдің 29. Хорошо, ребята, давайте узнаем, что такое Думан. Думан — это развлекательный центр, который находится в Нур-Султане. И он очень большой, красивый. В нем есть океанариум и джунгли. Вот, дети, вкратце мы с вами узнали, что такое Думан. Давайте дальше продолжим урок. Смотрим все на новые слова. Их сегодня у нас 5. И вы должны будете их записать и рассказать потом мне, да? Выучить должны будете. Дальше. Сейчас следим и слушаем, как я читаю специфические звуки, как я читаю на казахском слова, как я произношу, да, специфические звуки. Хорошо, кеттік. Жарайды, хорошо, можно и ладно. Демалыс күні, выходной день. Қыдырамын, гуляю, барамыз, пойдем, билейміз, танцуем. Дети, слушаем теперь еще раз. Жарайды, демалыс күні, қыдырамын, барамыз, билейміз. Вот, дети, молодцы. Вот мы с вами познакомились с новыми словами. Теперь обратите на последние 3 глагола. Я для вас подготовила 3 глагола в единственном числе и в множественном числе. Хорошо. Личное окончание, да? Қыдырамын, дети, это мен қыдырамын, я гуляю. Первое лицо. В единственном числе личное окончание. Теперь смотрим. Барамыз, билейміз. Это тоже личное окончание. Первое лицо, но уже идет в множественном числе. Біз барамыз, мы пойдем. Біз билейміз, мы танцуем. Давайте я еще раз приведу несколько примеров с словом, которые вы уже глаголы прошли, да? Слова приведу вам примерами. Так, это у нас идет ойнаймыз, барамыз, тебеміз, оқимыз, жазамыз. Да? Давайте с переводом. Ойнаймыз, играем. Тебеміз, это катаемся. Жазамыз, пишем. Оқимыз, читаем. Ойнаймыз, играем. И так, еще у нас барамыз, пойдем. Вот эти глаголы, которые мы с вами больше используем на уроке, да? И мы, конечно, с вами прошли и другие глаголы, но вот эти глаголы, которые часто встречаются на уроке. Хорошо. Дальше, дети, смотрим внизу. Я для вас приготовила устное задание. Здесь повторяем мы вчерашнюю тему. Сен бүгін не істейсің? Ты что сегодня делаешь, да? Ты сегодня что делаешь? Ага. Мен қыдырамын, я гуляю. Сен қыдырасың, ты гуляешь. Ол қыдырады, он гуляет. Я имею в виду, дети, бүгін. Мы с вами вчера составляли предложение словом бүгін, а сегодня будем составлять словом ертен. Хорошо? Ертен — это завтра. Ертен демалыс, завтра выходной. Жарайды, ладно, либо хорошо. Барамыз, пойдем. Я для вас выделила красным. Барамыз, пойдем, дети. Хорошо, молодцы. Конечно же, теперь смотрим на первое предложение. Это личное окончание в первом лице. Мен қыдырамын. Я гуляю. Теперь будем рассказать это предложение в множественном числе. Давайте, как будет в множественном числе? Вместо мен ставим біз, да? Біз қыдырамыз. Да, хорошо. Қыдырамыз — это мы гуляем, да? Хорошо. Как мы скажем? Мы играем. Біз ойнаймыз. Хорошо, молодцы. Дальше. Біз қыдырамыз. Дальше. Ойнаймыз составили. Қыдырамыз сказали. Так, теперь біз пойдем. Мы пойдем. Біз барамыз. Молодцы, ребята. Вот и составили с вами несколько
предложения. Примеры, да, привели. Хорошо, дальше идем. Смотрим. Следующее задание у нас, дети, это устное. Составляем это предложение по картинке, да? Смотрим на картинку и будем сейчас составлять с вами предложение. Эта картинка у нас находится на странице 109. И это задание выполняется устно, конечно, дети. Ничего не записываем, но будем составлять вместе предложение. Хорошо? Так, первое предложение. Как мы скажем? Это думан. Молодцы. Это как будет? Бол, манау, думан. Хорошо. Второе предложение. Думан большой, красивый, чистый. Так, красивый. Как будет чистый, как будет большой, как будет? Хорошо, молодцы. Дальше. Думан, үлкен. Молодцы. Красивый. Әдемі, хорошо. И, конечно же, чистый, таза. Хорошо. Как мы скажем, дети пришли, думан. Дети, балалар, молодцы. Думанға, направление, да, гаги, каки, которые мы тоже вчера повторяли, определяющие направление куда, думанға, думан, да. Келді, пришли, хорошо, молодцы. Дальше, дети играют, балалар, ойнайды, хорошо, молодцы. Вот и мы с вами составили несколько предложений. Теперь я хочу, чтобы мы с вами составили два предложения. Личное окончание в единственном числе словом бүгін и, конечно, ертен. Слово ертен, да? Хорошо. Первое предложение. Например, я сегодня пойду в думан. Мен бүгін, хорошо. Направление думанға, молодцы. Барамын. Хорошо. Теперь в множественном числе. Мы, біз, завтра, ертен, думанға барамыз. Бүгін, сегодня, ертен, завтра. Хорошо, ребята. Дальше. Смотрим. Следующее задание это устно выполняется, да? Вы должны будете слушать меня, как я буду произносить специфически, как я буду читать на казахском предложении. Следим, дети, какую интонацию я делаю, да? Конечно, перевод я для вас приготовила. Потом познакомьтесь с переводом. Алақай, ертең демалыс. Ура, завтра выходной. Алибек, демалыс күні сен не істейсің? Алибек, что ты делаешь в выходные дни? Дальше не буду, дети, переводить. Буду читать только на казахском языке. Мен демалыс күні қыдырамын. О, қандай тамаша. Сен қайда барасың? Мен думанға барамын. Сен ертең қыдырасың ба, Саша? Жоқ. Мен досыммен доп ойнаймын. Саша, ертең думанға барайық. Жарайды? Барайық. Хорошо. После того, как закончится урок, дети, я хочу, чтобы вы эти предложения прочитали, этот маленький текст 2 раза. Хорошо? Молодцы. Я внизу для вас подготовила 2 вопроса и выделила жирным красным. Вы должны будете ответить на эти вопросы самостоятельно. Хорошо? На 2 вопроса попробуйте потом, после того, как прочитаете текст 2 раза, читать должны, а то не сможете ответить. Постарайтесь ответить на эти 2 вопроса. Здесь, конечно, слово ертен, завтра. Хорошо? Дальше идем. Следующее задание мы выполняем с вами письменно. Оно на странице 110. Второе тапсырма. Это задание выполняется, еще раз говорю, письменно. Вместо многоточия должны будете поставить пропущенные буквы. Пропущенные окончания, то есть дети, окончание здесь идет. Личное окончание в единственном числе. Значит, в первом столбике ставите окончание в личные. Да, в единственном числе. Второй столбик, дети, в множественном числе окончаний нету. Я убрала 2 последних. В учебнике дается 3, так как мы их с вами еще не прошли.
вы их не сможете записать, поэтому я их убрала. И вы только запишите одно предложение в множественном числе. Хорошо? Итого 4 предложения. Думаю, дети, вы справитесь. Следующее задание, дети, это устно. Суретке қара, мәтінді оқы. Посмотри на картинку, прочитай текст. Я для вас уже подготовила этот текст. Да? Но, дети, сейчас я для вас подготовила это в единственном числе, да, и словом ертен. Сейчас будем мы с вами эти предложения уже попробуем. Некоторые глаголы, которые мы с вами знаем, расскажем в множественном числе. Например, мен ертең бассейнге барамын. Это у нас третье предложение. Смотрим. Мен ертең бассейнге барамын. Я завтра пойду в бассейн. Угу. А как будет на казахском языке? Мы пойдем завтра в бассейн. Без, ага. Ертең, молодцы. Бассейнге, хорошо. Барамыз. Молодцы, барамыз. Хорошо. Давайте теперь сначала я вам прочитаю эти предложения, и потом еще раз вернемся. Мен ертең қарындасыммен хайуанаттар бағына барамын. Я завтра пойду с сестрой в зоопарк, с младшей сестрой, да, дети? Это қарындасы, младшая сестра кого? Мальчика, молодцы. А как будет младшая сестра девочек? Сіңлім. Хорошо, молодцы. Об этом тоже не забываем, да? Мен ертең үй құрастырамын. Я завтра построю дом. Это все идет тоже в единственном числе, первом лице. И слово ертең, которое я вам сказала сегодня, учимся составлять предложение словом ертең. Дальше идем. Мен ертең бассейнге барамын. Хорошо, дети, мы только что с вами составляли предложение. Мен ертең бассейнге барамын. Это я завтра пойду в бассейн, да? А теперь давайте в множественном числе попробуем. Біз ертең бассейнге барамыз. Молодцы. Дальше. Мен ертең кітап оқимын. Я завтра буду читать книгу, да? Так, хорошо. Теперь, как мы скажем, мы завтра будем читать книгу. Біз ертең кітап оқимыз. Молодцы. Дети, если вы заметили, только меняем первое слово и последнее окончание слова. Окончание только меняется, да? Хорошо. Дальше. Вот так мы с вами будем учиться составлять предложения, да? Мен ертең циркке барамын. Мен ертең циркке барамын. Я завтра пойду в цирк. Это уже предпоследнее предложение, которое записано черным. Мен ертең циркке барамын. Давайте теперь в множественном числе. Мы, біз, завтра, ертең, в цирк, циркке, барамыз. Пойдем, барамыз. Хорошо, дальше. Мен ертең досыммен доп ойнаймын. Я завтра с другом играю в мяч. Дети, обратите внимание, досыммен. Повторяем вчерашнюю тоже тему, да? Вчера тоже мы повторяли эти окончания. Сегодня опять встречается окончание эти же, да? Бассейнге, даде, тате, определяющие место. Хаге, хаке, определяющие направление. И мен, бен, пен, отвечающие на вопрос с кем, да? Ертең досыммен, с другом. Вместе пишется, да, с другом. Мен ертең досыммен доп ойнаймын. И, конечно, в множественном числе мы завтра с другом играем в мяч. Как будет интересно. Біз ертең досымызбен доп ойнаймыз будет. Вот, ребята, мы с вами прочитали эти предложения. Познакомились и повторили. И, конечно же, попробовали рассказать в множественном числе. Дальше идем, дети. Следующее задание – это на странице 112, 4-я тапсырма. Получается, вы должны будете составить предложение словом «жүр». Пойдем. Да? Например, Алибек жүр
Топ ойнаймыз. Ойнаймыз. Дети, обратите внимание, здесь множественное окончание должно быть. Потому что здесь не один, а их двое, да? Значит, Алибек, жүр доп ойнаймыз. Алибек, пойдем играть в мяч, да? Аргарай, Анель. Билеймыз. Я вам в словарной те новые слова вначале записала. Билеймыз, да? Будем танцевать или танцуем. Знаете, как будет рисовать. Знаете, как смотреть телевизор. Так, дальше. Это Думан. Саша стоит возле Думана. Дальше Алибек, он идет, стоит в парке, да? Значит, Саябак. Попробуем составить предложение. Например, с Аделем. Давайте возьмем и составим. Адель, пойдем смотреть телевизор. Адель, жүр, теледидар көреміз. Жүр, не забываем, дети. Дальше Саша стоит возле Думана. Значит, давайте составим предложение. Саша, пошли в Думан. Саша, жүр, Думанға барамыз. Хорошо? Я для вас составила 3 предложения. И 3 предложения попробуйте, дети, составить сами. Хорошо? Я думаю, сегодня вам было понятно все на уроке. Дальше и думаю, что не будет трудно вам составить предложение. Письменно работай 2 для вас, да, сегодня? 2 задания. Пожалуйста, отправьте мне в личку, либо в Classroom, да, как вам удобно. Какой-то класс у меня работает в Classroom, поэтому они отправляют в Classroom, а какие-то классы работают по WhatsApp, поэтому они отправляют мне в WhatsApp. Хорошо, дети. Если вдруг у кого-то возникают вопросы, конечно же, вы выходите мне в личку, да? Я постараюсь ответить. Хорошо, ребята, думаю, все сегодня поняли сегодняшнюю тему. Хорошо, жақсы, жарайсыңдар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.